Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сегодня климатическая повестка – это уже не только разговор об экологии. Это вопрос экономики, инфраструктуры, энергетики и того, как будут развиваться северные территории в ближайшие десятилетия. Для нашей Якутии эта тема особенно чувствительна. Здесь последствия изменения климата ощущаются быстрее и острее, чем в других регионах страны. Таяние вечной мерзлоты, нагрузка на инфраструктуру, вызовы для энергетики, логистики – все это уже влияет на реальную жизнь и экономику республики. Одновременно именно такие регионы становятся ключевыми участниками нового технологического перехода к так называемой низкоуглеродной модели развития. Но вот как совместить климатические задачи с промышленным ростом и может ли экологическая повестка стать не ограничением, а источником новых возможностей, поговорим с моей сегодняшней гостьей, директором Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия, кандидатом экономических наук Надеждой Красильниковой. Надежда, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Давайте начнем вот прям по пальцам, да, что такое вообще вот эта низкоуглеродная модель, да, зачем она нужна, чем она отличается от той модели, которая у нас сейчас, что это вообще такое? Ну, вот давайте начнем издалека, да. Мы все понимаем на сегодняшний день, есть консенсус на понимание и научного сообщества, и политиков, и населения, что климат на планете меняется, становится теплее. При этом мы понимаем, что в рамках десятилетних наблюдений на территории России скорость потепления где-то в 2-3 раза выше, чем в среднем в мире, а в Арктике в 3,9 раза выше. То есть если мир теплеет в среднем в год на 0,18% градусов вверх, то в России это где-то 0,51, а в Арктике где-то 0,7. Вот, соответственно, мы понимаем, что и есть такие модели и оценки, что вот это глобальное потепление до выше 2%, оно может привести к определенным негативным последствиям для экономики общества. Да, и это запускают такие масштабные процессы, которые на человека, безусловно, влияют. И страны в свое время договорились о том, что мы должны общими усилиями сдерживать вот это глобальное потепление. Каким образом? Да? То есть два направления есть. Политика сокращения выбросов парниковых газов. Мы понимаем, что в мире мы порядка более 40 миллиардов тонн углекислого газа в перерасчете на СО2 эквивалент ежегодно мы выбрасываем. Эти выбросы, безусловно, в большей части зависят от деятельности человека. Это связано с горением, с процессами горения, да, и с процессами вырубки лесов. И, соответственно, вот наша страна, как большая крупная страна, которая, соответственно, влияет на климат в мире, она приняла на себя обязательства по сокращению выбросов, но и в то же время по подсчету и управлению так называемыми природными системами, которые являются регулятором природными поглотителями. В 2021 году была принята такая стратегия низкоуглеродного развития страны, в 2023 году была принята климатическая доктрина, которая нам установила и цели внутри страны, и индикаторы, по которым, соответственно, вот страна наша двигается, да, несмотря на те все внешние шоки. Мы в 2025 году указом президента так называемые национальные цели по сокращению выбросов парниковых газов также приняли, и они составляют примерно на уровне 65-67% от базовой линии 1990 года. То есть примерно мы должны сократить от 90 года 1 миллиард тонн в СО2 эквиваленте. Да? Вот. Но как это проявляется для регионов, если мы говорим о республике Саха-Якутия, мы понимаем, что регионы все разные. Да? В нашей стране у кого-то есть обширные лесные фонды-поглотители, кто-то водоболотными угодьями, да, хочет своими распоряжаться как природными поглотителями, где-то очень энергоемкое производство размещено. Соответственно, каждый субъект в общенациональные цели вносит различный вклад. В то же время регионам очень интересно все-таки, как вот эта углеродная политика низкоуглеродного развития, она дает возможности и какие риски возникают, да, в экономике, в региональной экономике. Соответственно, вот на все вот эти вопросы мы постарались ответить в рамках вот концептуального проектирования. Вот вы разработали эту концепцию, ну не вы лично. Да, коллектив авторов большой у нас. Мы вообще было принято решение
нашим вот ответственным министерствами о том, что необходимо все-таки компетенции в сфере низкоуглеродного развития и климатической политики в целом взращивать в субъекте, уж коль скоро мы такой вот большой, крупный субъект, да, и вот очень, ну, все научные силы, которые в той или иной мере обладают компетенциями по климату, по природным системам, по энергетике и по другим вот этим вот секторам, которые имеют, ну, участвуют в низкоуглеродной экономике, да, мы собрали такой коллектив, были Институт Сибирского отделения, РАН, МГТУ имени Баумана, наши партнеры. И вот, приняли эту концепцию. Северо-Восточный федеральный университет, да, и разработали, в 2025 году мы ввели вот совместно с Минэкономикой работу, разработали и приняли ее в этом году на экологическом совете при главе Республики Саха-Якутия. То есть она с этого года должна начать уже работать? Следующим шагом, да, поскольку у нас сейчас идет еще документ стратегического планирования актуализируется, вот основные как бы тезисы, они в стратегию должны быть имплементированы вместе с климатическими прогнозами. Дальше уже начнется этап программирования. До декабря мы должны разработать региональную программу, которая уже более предметно с целевыми установками на среднесрочный период определит вот направления, которые будут реализованы. В принципе, в концепции мы все это расписали, можно об этом тоже поговорить. И я хочу еще сказать, что Якутия вошла вот в 6 пилотных субъектов Российской Федерации, которые вот у себя такие мероприятия, лучшие практики будут реализовывать, ну, соответственно, вот в течение последующих лет. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, если у вас есть какие-то вопросы. Ну, пока вопросы есть у меня. Вот главная цель стратегии, если говорить просто, она какая? Это снижение выбросов, это технологическое обновление или это перестройка вообще всей модели экономики? То есть неспроста же там Минэкономики вы упомянули. Ну, на самом деле, я думаю, что тут совокупность целей, да, поскольку вот сокращение выбросов, да, это по себе, ну, судя по всему, это не сама цель, да, это все-таки в логике той стратегии, которая принята, это инструмент дополнительной технологической модернизации экономики. Вот, ну, например, компания реализует инвестиционный проект, который связан с переходом, скажем, с одного вида топлива на менее там углеродоемкое, ну, скажем, с угля на газ, да. А этот проект может быть, должен быть реализован, но, возможно, он инвестиционно не очень привлекателен, может быть, и капиталоемок, да. И компания может, значит, зарегистрировать этот инвестиционный проект как климатический, соответственно, декларируя свои цели о том, что она сократит выбросы свои, ну, скажем, 1 тонну угля мы сократим в результате этих всех процессов, и, соответственно, это будет равняться примерно 3 тоннам углекислого газа. Да? В русле вот сложившихся цифр это может составлять порядка 3000 рублей, да, в углеродных единицах. И, соответственно, мы получаем дополнительные, скажем так, факторы того, что этот проект становится инвестиционно привлекательным, если он будет обращаться на добровольном углеродном рынке. А есть ведь такие уже эксперименты, да? Вы перед эфиром сказали, что на Сахалине эксперимент. Да, в действительности на сегодняшний день что сделано в Российской Федерации? Да, у нас принят закон о, значит, сокращении выбросов, который определяет так называемые регулируемые организации. Это компании в сфере топливно-энергетического комплекса, металлургии, строительстве, там, ну, ряде других отраслей, эти отрасли определены постановлением правительства, которые по году имитируют, ну, скажем, больше 50 тысяч тонн углекислого газа, они входят в так называемый перечень регулируемых организаций, соответственно, они ведут у себя углеродную бухгалтерию, то есть они внимательно смотрят и отчитываются, сколько они выбрасывают. Это мониторинговое, да. А помимо этого у нас запущен добровольный рынок, то есть компания в добровольном порядке может реализовывать свои климатические проекты и при соблюдении всех требований, которые к ним предъявляются, распоряжаться своими так называемыми углеродными единицами. Да? Третье, это у нас в режиме эксперимента в отдельно взятом регионе, в субъекте федерации, это на Сахалине, реализовывается с 22-го, насколько я помню, года эксперимент по введению
системы сокращения выбросов. То есть 3 года они уже сокращают выбросы? Да, они сокращают. Этот эксперимент, он должен показать, насколько вот экономика летает, условно говоря, да, какие подводные камни, насколько методологически, значит, можно вот такую политику проводить. Ну и мы все понимаем, что рано или поздно все-таки с таким регулированием, да, выбросов нам придется столкнуться. И что мы на примере Сахалина видим? Да. Они сократили свои выбросы? Да, на примере Сахалина вот в 2025 году подводились предварительные итоги. Сахалин отчитался о том, что все-таки они достигли баланса между выбросами парниковых газов и их поглощениями. Экономика за этот период выросла на 30%, инвестиции также выросли, и при этом компании, ну, все-таки были риски, что компании будут видеть в этом, ну, некие барьеры, да, скажем, инвестиционную привлекательность субъект может потерять, но оказалось, что все-таки это не так, что компании видят в этом, скажем, в чистом производстве определенные стимулы для себя, и, соответственно, вот позитивные эффекты были. Ну и параллельно для, ну, скажем, экспертного сообщества этот эксперимент позволил выявить, ну, скажем так, ну, те направления совершенствования, которые должны быть приняты именно вот в переходе на низкоуглеродное развитие, именно с точки зрения регуляторики, институциональных и так далее. Ага, то есть, грубо говоря, они сколько выбрасывают, столько и перерабатывают, да, и при этом еще и экономика летает. Да, экономика летает, да. И у нас в Якутии должно быть так же. Но мы рассчитываем, что все-таки... У нас же очень много промышленных предприятий, да. Я думаю, что больше, чем на Сахалине. Вообще... Ну, мы несопоставимы и территориально, и вот по площади лесного фонда. Вот мощная сырьевая база. Ну, конечно, и лесной фонд у нас тоже, наверное, самый большой, если не ошибусь. Но вообще, вот как в этой логике промышленное развитие сочетается с климатическими изменениями? Но мы провели в рамках нашей работы, скажем так, бэк-анализ, да, долгосрочные тренды показывают, что в действительности на разных этапах экономического роста у нас наблюдается такая ситуация, да, когда значит, сокращение выбросов, вернее не сокращение выбросов, а рост промышленного производства, он превышает темпы роста выбросов. Это так называемый эффект декаплинга. Это позитивный эффект, да, то есть на единицу выработанной продукции мы все-таки становимся менее углеродоемкими. И вот к этой ситуации устойчивой и стабильной мы предлагаем стремиться в нашей концепции. Вот. И что влияет? Что влияет, да, в долгосрочной перспективе? Во-первых, влияет те программы замещения, значит, топлива, которые мы, масштабная газификация, безусловно, влияет на микроуровне. Мы видим, что переход с угля на газ в 2 раза сокращает выбросы, и наблюдается позитивный бюджетный эффект. Не везде, но тем не менее. Да? Очень хорошо влияет вот программы, которые вводятся у нас, значит, дизельные электростанции с солнечной энергетикой, да, они тоже показывают вот анализ по Сахаэнерго, что сокращается на 4% выбросы и потребление топлива, безусловно. Да. У нас еще атомные станции малой мощности будут. Это в перспективе, да. В перспективе. Но это тоже низкоуглеродная, да? Но в целом структура топливно-энергетических ресурсов в долгосрочной перспективе переходит на более низкоуглеродное топливо, и это хорошо. Да. В целом в национальном масштабе, мировом масштабе это хорошо. То есть первое – это энергетика. Да, безусловно. Второе, ну, скажем так, я пару слов хочу сказать, что базой для низкоуглеродного развития является так называемый баланс выбросов и поглощений. На национальном уровне этот кадастр выбросов формируется. Вот, и мы в рамках этой работы также провели, ну, скажем так, углеродную бухгалтерию в региональном масштабе. И мы видим сектора имитирующие, как ведет себя наш лес. Мы видим, что мы все-таки в масштабах страны являемся поглотителями, то есть мы отвечаем за поглощающую способность, значит, в национальном масштабе, да, порядка 60% мы даем вклад, да, в достижение национальных целей по поглощению, по стране. По поглощению, да, в стране. Соответственно, но при этом у нас есть устойчивый тренд роста
выбросов, потому что у нас, ну, как бы и экономика растет, безусловно, и регион у нас северный, но это объективные причины, и от этого мы никуда не денемся. Но поглощаем мы больше, чем выбрасываем. Поглощаем мы больше. Единственное, что у нас вот в отдельные периоды мы очень много коптим небо за счет того, что у нас природные пожары, да, происходят. Вот, кстати, про пожары я хотела спросить. Вот важным как бы треком в этой концепции это управление природными экосистемами. Вот, мы совместно с Минэкологией определили территории лесного фонда, которые могут быть перспективны для реализации климатических проектов. Да? Это порядка 13% лесного фонда. Это те территории. И, например, есть очень хороший опыт Красноярского края. Компания «Русал», она реализует такой лесоклиматический проект, как охрана лесов от пожаров. Это, еще раз скажу, это не обязательно, а добровольное обязательство компании участвовать вот в этом процессе, сверх того, что она реализует в рамках своих обязательных, обязательств. Да? Но вот эти вот лесные пожары, есть же мнение, что это естественный процесс, что оно там всегда горит, так лес обновляется, и как бы ничего страшного. Или вот что по этому поводу наука говорит? Все-таки, да, наука говорит о том, что в перспективе, да, все-таки с учетом того, что климат все-таки будет теплеть, да, и есть большая доля неопределенности с точки зрения вот нашей концепции низкоуглеродного развития, мы говорим о ней, да. Во-первых, вегетационный период будет увеличиваться, при этом мы будем видеть все-таки масштабное таяние мерзлоты, и, соответственно, все это в глобальном масштабе влияет на частоту и масштабы пожаров. Соответственно, в тех местах, которых можно предотвратить в управляемых лесах, мы считаем, что необходимо вот эти мероприятия по охране лесов от пожаров проводить. И это вот такое мнение у нас совокупно вот, всем научным коллективом было сформулировано в рамках этой концепции. Да. Ну, энергетика, понятно, транспорт. Транспорт, да, но транспорт сейчас, он тоже входит в сектор энергетики, если говорить о структуре кадастра, но мы видим, что транспорт имитирует порядка 20% антропогенных выбросов в секторе энергетики. Это большой сектор, да, он растущий за счет автотранспорта и железнодорожного транспорта. Вот в рамке 5 лет эти показатели растут. Ну и, безусловно, мы говорим о том, что перевод на СПГ, на газовое топливо, там, где возможно, хотя бы в крупных, в городе Якутске, там и электрификация, зарядная вот эта инфраструктура развития, это будет влиять, ну, в целом и на выбросы, но и в целом на чистоту воздуха в городе. То есть мы должны пересесть на газ, на электрокары и на велосипеды? Ну, да? задача такая есть, это не повсеместно, но тем не менее мы должны стремимся, сейчас у нас порядка 9%, наверное, если я не ошибаюсь, легковых транспортных средств переведены на газомоторное топливо, стоит задача 20% перевести. Ну и электрические все-таки гибридные да, машины хотя бы зарядную инфраструктуру и вот эту вот историю, где возможно перейти с Наташи на какие-то более низкоуглеродные технологии, это, конечно, вызов. Да. И мне кажется, что для города это было бы позитивно, потому что мы все-таки страдаем все от роста автомобилей, от тех загрязняющих веществ, которые в параллели с парниками они... Ну, потому что я вот в Китае недавно была, там у них даже автомобильные номера, они либо синие, либо зеленые. Синие — это бензиновые, зеленые — электрические. Зеленых намного больше, то есть процентов 90-80. Ну, я хочу сказать, что Китай — это вот та страна, которая в рамках наших партнерских отношений БРИКС, она возглавила сейчас эту повестку. Они очень системно переходят на зеленую экономику, в том числе вот ради того, чтобы стимулировать производство у себя вот электромобилей и солнечной генерации там, да, вот, они уже говорят о том, что там в рамке 30-го года они будут трансграничный налог вводить, и это непосредственным образом скажется на экономике нашей страны в том числе, да, основного экспортного партнера. А наши добывающие компании, ведь они, наверное, основные-то у нас. Но что касается добывающих компаний, да, я хочу сказать, что
А если для сектора государственного управления низкоуглеродное развитие и вообще второе направление климатической, это адаптация к изменениям климата, это своего рода новация, да, в порядка 5 лет. Это пришло в госуправление как задача, как установка, то для компаний крупных, особенно тех, которые вот у нас в регионе широко представлены, которые работают на международных рынках, это история, скажем так, начала 2000-х годов, поскольку уже давно была практика, введения публичной нефинансовой отчетности, которая позволяла привлекать, скажем, кредиты с дисконтом, реструктурировать кредиты, если ты декларируешь свои цели, добровольные обязательства по сокращению выбросов, и ряда других, да, обязательств, которые связаны с устойчивым развитием. То есть это уже не просто только инициатива государства, уже бизнес Да, включается, основные в эту игроки, повестку? конечно, это компании, у которых высокий уровень, скажем, такой зрелости климатической. Я хочу сказать, что компании разрабатывают климатические стратегии. Один из участников концепции – это компания «Алроса», которая реализует климатический проект по поглощению углекислого газа в своем производственном цикле. И она уже в прошлом году говорила о том, что производство углеродонейтральное. Это компания «Селигдар», которая тоже заявила о реализации инициатив по 3 климатическим проектам на территории республики. Компания «Железные дороги», которая тоже инициирует проект, который потом де-факто является климатическим. Да. Потом у нас среди партнеров есть компания «Пора», проектный офис развития Арктики, который инициативно разрабатывает климатический проект по устойчивому оленеводству, который теоретически может быть масштабирован на все арктические субъекты. То есть спрос от компаний есть. Было подписано в прошлом году соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Газпром» и, собственно говоря, адаптационные мероприятия, да? Термостабилизация грунтов, фоновый мониторинг вечной мерзлоты, какие-то конструктивные композитные материалы, которые устойчивы к уже изменениям климата и в целом разработка климатической программы на территории пребывания «Газпрома», она вшита в это соглашение о научно-технологическом сотрудничестве, я надеюсь, будет реализована с привлечением наших исследователей. Вы говорили, что в Арктике потепление климата ощущается гораздо больше, чем везде, а в этой вашей концепции, нашей республиканской концепции, там Арктика как-то отдельно уделено и отдельное внимание? Или... Мы в рамках концепции, конечно, прописываем это магистральными линиями, но я думаю, что в программе это уже будет более четко прописано, потому что мы понимаем, что масштабные проекты будут проходить, что и будет трансарктический транспортный коридор, Восточный меридиан, и все эти... там в основном, конечно, будут мероприятия адаптационные, то есть к тому, что уже происходит сейчас, и даже если представить гипотетически, что мы одномоментно перейдем на низкоуглеродные источники, все равно инерционная система будет вести к тому, что потепление это все равно будет. Соответственно, там уже в 20-30 лет это уже объективная реальность. Да? И, соответственно, адаптационные мероприятия, они могут больший эффект даже принести, чем политика митигации, поскольку это такая работа на более отдаленной перспективе. Я к тому, что Арктика – это сейчас приоритет для страны, Якутия – один из ключевых арктических регионов. И сможет ли наша стратегия стать моделью для вообще Арктики? Как я уже сказала, у нас в портфеле проектов, перспективных, именно связанных с климатической митигацией, это проект по устойчивому оленеводству. Я думаю, что это только начало, потому что, как говорится, концепция – это такой сигнал региона, который, игроки, экономические агенты принимают, я надеюсь, и я надеюсь, что эта системная работа, она, это в долгую все равно, да. И про экономическую логику, то есть про выбросы и потребление, это понятно, а почему экономика-то при этом летит? То есть какая там, на чем это основано? Вообще, если предположить, что система
То есть действительно выгодно или, или это просто… Если одномоментно, скажем так, сказать, ребята, сокращаемся, это, конечно, системный шок, да? То есть это перейдет от внешних, экстерналей, то есть внешних эффектов во внутренние издержки компании, соответственно, компании будут это вкладывать. Но любой переход это дорого, да, любой переход дорого. требует инвестиций. Но мы говорим о том, что, если вот мы говорим о том, что в перспективе 5-7 лет перестраиваемся. И это не то, чтобы мы хотим, это вот и внешние факторы, объективные, они таким образом складываются, и это такая подготовительная работа, которую мы совместно проводим. Но в долгосрочной перспективе, конечно же, как говорят компании, если мы меньше топлива тратим, это для нас, конечно, сокращение издержек. Другой вопрос, что это будет инвестиционно долго проходить, да? Но если мы, скажем так, будут стимулы для такой низкоуглеродной трансформации, да, в рамках уже существующих инвестиционных проектов предусматривать вот эту составляющую, то это уже совсем другой разговор. То есть это вот такой стратегический вопрос больше. Да? Вот. И мы даем время, не мы даем время, а вообще в целом эта республика дает такую оферту, да, что вот мы ожидаем, что внешние условия и внутренние сложатся таким образом, соответственно, мы вовлекаемся в этот процесс. То есть сначала инвестиции, а потом в дальнейшей перспективе на этом все-таки можно зарабатывать, да? Да. И добровольный рынок, который сегодня в России создан и работает, скажем так, не своими определенными темпами, потому что институциональная инфраструктура рынка, она должна тоже быть насыщена и спросом, и предложением. Сейчас, к сожалению, предложение углеродных единиц больше, чем спрос, да. Но мы видим, когда вот такие меры принимаются, да, сигналы рынка, сигналы управления, они дают сигналы рынку тоже, безусловно, все связано. Да. Ну, а есть такое еще вот скептическое мнение о том, что вообще все вот это вот настолько преувеличено, что глобальное потепление, углеродные выбросы – это все такое преувеличение просто для того, чтобы продвигать вот эту экологическую повестку, чтобы, значит, нефть не продавать больше, чтобы всех пересадить на электромобили и на этом заработать, значит, соответственно. Но в действительности вы правы. Все-таки вот эта углеродная повестка, климатическая повестка, она в большей части в свое время была как бы нам насажена с точки зрения развитых стран и имеет место, безусловно, климатическое неравенство, да, почему, например, вот за те парниковые эффекты, которые возникли, скажем так, в развивающихся странах, сейчас должны отвечать, в развитых странах должны отвечать развивающиеся страны, должен быть справедливый переход, технологическая модернизация, определенные средства должны быть на то, чтобы развивающиеся страны, скажем так, получили вот такой бесшовный переход и не оказались бы опять еще больше в отстающих. Но в России такое мнение, что все-таки наша национальная политика, она нацелена на то, чтобы мы принимали участие в формировании этой повестки, и мы видим, что в Европейском Союзе вообще вот есть некая стагнация, да, вот, всего того, что связано с климатическим переходом. Но в то же время вот в странах БРИКС это вот получило второе дыхание и уже развивается с точки зрения интересов стран-партнеров. Да. А что будет самым сложным вообще вот в реализации концепции, как вы думаете? Я думаю, наверное, сложно все то, что мы двигаемся в новое, мы сами разрабатываем. К счастью, есть какая-то методологическая база, есть лучшие практики, и вот те регионы, в которых такая инициатива и понимание есть, их сейчас порядка 7, но на самом деле гораздо больше. Мы периодически стараемся общаться, обмениваться практиками и понимать, куда двигаемся. То есть, всегда новое, оно сложно, наверное. Но это управленческий вызов. Я думаю, что, скорее всего, это комплекс вызовов, и потом все-таки всему свое время. Да, вот мы понимаем, что сейчас у нас этап подготовки, осмысления, там очень много у нас в процессе подготовки документов, в процессе оценки и так далее. Мы видим, что очень много вообще отсутствует, да, например, как я уже говорила,
новая таксация лесов, топливно-энергетический баланс нуждается в обновлении. Вообще очень много методологии климатических проектов. Это все то, что предстоит разработать. И здесь это все наукоемкое направление, как и все новое. Поэтому вот этот подготовительный этап, это первый этап концепции, он связан именно вот с такими институтами, методологиями, пониманием вот этих, скажем так, закрытием тех сфер знаний, которые нужны. И дальше уже этап реализации, поэтому всему вот свое время, да. После реализации стратегии, вот как ее на себе ощутит обычный житель республики? Ага. Ну, я думаю, что если, значит, реализация климатических проектов, там порядка 10 мы заложили, да, позволит нам более быстрыми темпами перейти к автономной газификации, к переводу на низкоуглеродное топливо, это однозначно означает, что воздух будет чище, да? Нам будет, ну, условно говоря, легче дышать. Это какие-то вещи, которые неизмеримые, но есть исследования, которые показывают, что в промышленных районах, например, ковид переносился хуже просто, потому что вот качество воздуха, это безусловно связано со здоровьем, да? Второе, появятся новые, ну, на наш взгляд, появятся новые рабочие места, потому что климатическая экономика, она формируется, ну, скажем, 10 лет назад, ну, 20 лет назад никто же не верил в цифровые финансовые активы, сейчас они как бы в обиходе у всех, и появляется целый комплекс рабочих мест, и, безусловно, появятся такие места, как верификаторы климатических проектов, архитекторы низкоуглеродных систем энергетики, ну и так далее, в этих отраслях, которые имитируют и которые с точки зрения модернизации и реструктуризации, они сейчас проходят такие изменения в рамках своих отраслевых планов. Вот. Новые профессии, новые рабочие места, и в целом вот Якутия как регион, который очень, ну, богат, да, своими природными ресурсами, своими экосистемами. Вот это большое направление экосистемной экономики, оценки стоимости вот воспроизводимых природных ресурсов, их бережным использованием. И мы все-таки надеемся, ну, мы, наверное, романтики отчасти, но мы надеемся, что это все-таки, ну, в будущем будет востребованной профессией. К примеру, да. Ну и вообще в целом, наверное, важна связка с федеральными программами и с международной климатической повесткой, да? Безусловно, да? Да. Это все учитывалось? Конечно, безусловно, все учитывалось, да. И срок реализации? Но мы сделали в рамке до 40-го года, отсинхронена с республиканской стратегией, которая прогнозные данные до 36-го года даны и с перспективой до 50-го года. Вот. Соответственно, мы до 40-го года прописали, а программа, ну, она, наверное, будет уже на среднесрочный период более четко, понятная, да, с финансовыми источниками. Вот. Мы с вами не затронули тему адаптации еще, наверное, можно про нее сказать, да? Ну, то есть, типа, к 50-му году мы все перейдем на низкоуглеродное развитие, да, примерно? Но мы считаем, что мы придем к такой ситуации, когда у нас углеродоемкость, то есть количество углерода на душу населения, оно сократится. Да. Потому что мы одна из самых таких углеродоемких объективно территорий и в мире, потому что, ну, север, потому что нас мало, ну, и это вот хороший такой индикатор, который мы заложили. А мне вот интересно, вы каких-то привычек зеленых сами придерживаетесь вот в обычной жизни, или все-таки главный эффект должны давать именно системные решения? Нет, ну тут, конечно, надо с себя начинать. И мне кажется, что население города-то оно уже и готово, и мне кажется, что мы стараемся придерживаться там, скажем, меньше покупать. У вас машина на бензине или на газе? Я вообще передвигаюсь пешком и на самокате. Но машина, конечно, в нашей организации есть, и она работает вот по назначению там, в экспедиционной работе. Да. На газовом топливе? Нет, не на газовом, к сожалению. Переходите. Переходим, да. Но в программе вот сокращения энергопотребления, да, это вот объективная реальность для всех учреждений. Ну, то есть это что-то навязанное сверху, вот эти вот климатические инициативы, или извне? Вот так обычно говорят, что вот заставляют переходить, мы переходим. Или это вот
Ну, Все-таки что-то личное, это человек должен, каждый должен проникнуться и свой вклад сделать. Вот мне кажется, что все-таки поколение, которое, ну, вообще, я все-таки региональный экономист, но в течение 10 лет я занимаюсь вопросами такой экосистемной экономики, и это объективная реальность, потому что мы живем в таком субъекте, и мы все хотим, чтобы все-таки у нас была, чтобы лес наш сохранился, чтобы вода была чистой, да, чтобы воздух был чистый. Это как-то, мне кажется, вшито в генетический код местного населения. Мне кажется, что это вот необсуждаемо даже, да. Вот, но поколение, которое вот за нами идет, они вообще очень позитивно относятся к тому, чтобы отслеживать свой углеродный след, например. Да. Мусор мне кажется, да, мусор сортируют, да. Вот, стараются меньше покупать. Вот ресайклинг, вот этот весь, да, циркулярный, это все, мне кажется, что это все то, что мы должны стараться делать осознанно, начинать с себя, и когда мы становимся там, принимаем решения на местах, тоже через себя пропускать, иначе никак не получится. Спасибо за интересную содержательную беседу. И сегодня ясно одно: за большими стратегиями и сложными экономическими терминами всегда стоит главный вопрос: как будут жить люди. Насколько комфортнее, безопаснее и устойчивее станет республика в ближайшие годы, во многом зависит от решений, которые принимаются уже сегодня. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15, расскажем обо всем в деталях.